Сельское поселение Алхасты по своим природно-климатическим условиям и месторасположению один из живописнейших уголков Ингушетии. Раскинуто оно на берегу реки Аса и входит в состав Сунжинского района. Как и любое другое село, Алхасты имеет свою историю. На месте современных сельских поселений Алхасты и Нестеровская еще во времена Кавказской войны царские войска возвели оборонительные сооружения, и в 1860 году село именовалось как станица Фельдмаршальская. Километра 2 ниже было село Алхасты. Там казаки образовали станицу Фельдмаршальская. А жители были высланы и вот это Алханчурская долина, над Тереком, вот это бывшая Али-юрта, ныне Гвардейская, особенно Булгучевых там очень много. И часть была выслана в Турцию. Вот таким образом это старое Алхасты просуществовало более полвека. Полноценное становление села началось после окончания гражданской войны в России, когда на территории страны, и в частности на Северном Кавказе, был установлен относительный мир и спокойствие. 1918-19 годы она была полностью разрушена, как осеннее гнездо белогвардейских банд. А мои предки и вообще старые жители жили в этом Волгобекском районе Сагапчи. Когда удалась возможность о вопросе о восстановлении этого села, будучи делегатом Горского съезда Корегов Серго Наурзович, он попросил о восстановлении этого старого села, разрешения у Орджоникидзе. И так вот оно, этот новый Алхасты, образовалось. Следующим этапом в развитии истории села стал период депортации ингушей в Казахстан. Алхасты вновь потеряло своих жителей и название. Село вновь было переименовано. На этот раз оно стало именоваться Октябрьским. Но спустя 13 долгих лет в родной край вернулись его исконные жители. Билан Булгучев и Исмаил Билхароев были еще мальчишками, когда возвратились на родину. Сегодня они вспоминают и рассказывают о том, каким было возвращение и адаптация на родной земле. В 22 году сюда переехали, как вот это село начали организовывать. Ну, с тех пор мы здесь жили до усиления. Отсюда сослали в Казахстан. В 1958 году вернулись сюда, в это село. С тех пор мы живем здесь. Люди здесь живут очень хорошие, дружные. Сосед Исмаила, Билан Булгучев, также не скрывает радости от того, что судьба занесла его в этот живописнейший уголок Ингушетии. С 1957 года мы вернулись на родину как бы. И с тех пор, и по данное время я являюсь истинным жителем этого села Алхасты. Маленькое село Алхасты разделило со страной горечь утрат в Великой Отечественной войне. В числе десятков тысяч сынов Ингушетии, ушедших на фронт, 31 доброволец были из селения Алхасты. Отличились уроженцы села и в период афганской кампании. Сегодня здесь проживает 4 ветерана-афганца, один из которых – Адам Ганиев. В мае 80-м первый призывался, первую кризу называется. Забрали в армию, попали сначала в Узбекистан, быстро, резко, как говорится, забрали в Афганистан без всякой подготовки, карантин 2 недели и все, с дорогой 2,5 недели я как из дома вышел и до Афганистана. Приехали мы в Афганистан, там ничего не... Как говорится, не было устроено, виде в палатках. Приехали-то, и с тех пор началась, как говорится, служба в теплых краях, как говорится.
Адам вместе с семьей переехал в Алхасты несколько лет назад. Тишина, спокойствие, красивая природа и чистый горный воздух помогают ему забыть те страшные страницы истории. Он гордится тем, что является жителем этого села. В данное время этот населенный пункт не променял бы ни на что, в смысле место жительства. Потому что здесь и природа прекрасная, река, лес. Вот видите, какая здесь даже во дворе. И еще люди нормальные, хорошие, все в этом селе, все друг друга знают, все, как бы сказать, все свои. Сегодня, пережив все тяготы и лишения, село Алхасты вновь живет и динамично развивается наряду с другими населенными пунктами Ингушетии. Развитие сельского хозяйства – одна из основных отраслей в сельской местности. В Алхастах с 1995 года действует сельскохозяйственный кооператив «Алхаст». Сельскохозяйственный производственный кооператив, как говорится, СПК «Алхаст», основано 1995 года в село Алхасты, где сейчас мы находимся. У меня всего находится 150 гектаров пашни. Из них у меня засеяно озимые ячменя 80 гектаров, яровые культуры посеяно где-то на 70 гектаров. Я думаю, урожай неплохая, но убрать будет тяжело. Динамичное развитие села положительно сказывается на демографической обстановке. В данное время численность жителей составляет порядка 4000 человек, большое количество из которых – дети, в основном школьного возраста. В селе с 1934 года функционировала старая, неприспособленная для проведения занятий школа. В связи с этим в селе построили новую просторную школу на 504 посадочных места со всеми необходимыми условиями для плодотворного обучения детей. Прошедший новый учебный год, 2013-2014, мы начали в новой типовой школе, которая была сдана 28 августа. Школа имеет все условия для воспитания и обучения обучающихся. Занятия мы проводили в течение года в одну смену. В начавшийся летний каникулярный период при школе открыт детский лагерь «Виктория». Летние каникулы у нас начались с отдыха детей. При школе работает летний пришкольный лагерь дневного пребывания, в котором охвачено 120 детей. Это дети начальных классов с 1 по 4 класс. Как вы сами видите, дети с удовольствием приходят в школу, отдыхают, развиваются, играют. Воспитатели здесь уделяют большое внимание творческому развитию своих подопечных, проводя различные конкурсы и состязания. Дети не только резвятся, но и повышают уровень знаний благодаря грамотной работе, проводимой воспитателями с детским коллективом. Таким образом, цель оказывается достигнутой. Маленькие воспитанники остаются довольными. Мне нравится ходить в этот лагерь. Здесь очень много мероприятий мы проходим. Конкурсы бывают. Конкурс «Мисс и мистер» был. День спорта был, день космонавтики, день талантов у нас был. Я каждый день хожу в лагерь. Мне лагерь нравится. Повара вкусно готовит. Лагерь хорошо. Наравне со школьным образованием большое внимание в селе уделяется развитию дошкольного образования. В Алхастах сегодня функционирует пока один детский сад ясли. Главная задача нашего садика – воспитать в подрастающем поколении дух патриотизма. Это понятие в ингушском народе «я сделал улык». Главной достопримечательностью Алхастов является местный дом культуры. Он функционирует с 1972 года. 10 лет назад здание было капитально отремонтировано. На базе Дома культуры созданы и работают различные кружки и творческие самодеятельные коллективы. Сотрудники здесь проводят немало развлекательных мероприятий для сельчан. Недавно отметили День села. В рамках Года культуры, объявленного Года культуры 2014 год, Дом культуры провел несколько мероприятий. Детский праздник, посвященный Дню защиты детей,
Дню России мы тоже провели очень хорошую, насыщенную, красивую программу. Праздничный концерт мы провели. Провели мы фольклорный этнографический праздник Тушуны 1 мая провели. И еще намечается несколько мероприятий, посвященных Году культуры. Дом культуры действует 9 клубных формирований. В них участвует 180 участников. Дом культуры старается проводить по мере возможности разножанровую программу культурно-досуговых мероприятий. Представители Алхастинского дома культуры выступали и показывали свой талант не только на мероприятиях республиканского масштаба. Так, в этом году Хадина Костхоева и Тамара Черкиева участвовали во всероссийском детском конкурсе «Утренняя звезда» и заняли призовое место. Улетаем далеко от дома, городам чужим и незнакомым, на земле, как бабочки, порхаем, и про все почти все знаем. И на день рождения для мамы пишем смс и телеграммы, но все равно и самые большие слоники, и самые маленькие гномики. Сегодня можем гордиться своими воспитанниками. Они у нас не раз побеждали, занимали призовые места, становились лауреатами всероссийского конкурса «Утренняя звезда». Доя Черкиева Тамара, Костхоева Хади. Есть у нас вокалисты, которые занимали молодые голоса, не раз побеждали, они занимали призовые места. Очень у нас одаренные, талантливые дети. Мы участвовали в «Утренней звезде». Там было очень красиво. Мы получили 3 место. Участвовали в «Утренней звезде», и нам очень понравилось петь песни. Там было очень много людей, и нам очень понравилось. Большим подарком для селян стала новая амбулатория, переоборудованная из старого фельдшерско-акушерского пункта. Сегодня жители могут обслуживаться здесь по различным направлениям. Это стоматология, терапия, педиатрия и другие. Благодаря наличию такого широкопрофильного лечебного учреждения работой в селе обеспечены более 30 человек. Большая часть, которые здесь работают, сотрудники, все местные. Есть несколько человек, которые приезжают с соседнего села. Вот. Так как это расширение благотворно сказалось на появились новые рабочие места для селян. Вот. А так, конечно, люди посещают амбулаторию, и сейчас еще чаще. Почему? Потому что у нас сейчас здесь есть лаборатория, кардиограмму делаем. Вот. И, соответственно, им не приходится ехать в Сунжу, Слепцовск, чтобы это провести самый минимум анализов, которые должны проводиться. В народе есть и другие средства для того, чтобы в случае необходимости помочь больному. Это народное лечение с помощью трав. Ахмедхан Фаргиев, как никто другой, знает толк в этом. Он долгое время болел, лечился в разных клиниках, но все напрасно, пока Ахмедхан, благодаря своим умениям и навыкам, не стал лечить себя травами. Любовь и толк в травах привил ему его дед. Растения я неплохо узнал даже с самого детства. У меня дед работал в лесном хозяйстве. И он меня, когда мне было даже 4, 5, 6 лет, он меня часто водил по лесу и что-то показывал, а что-то я сам мог узнать. В 2002 году на основе исследованного им материала он издал свою первую книгу. Не так давно свет увидел и другую книгу под названием «Растительный мир Ингушетии. Целебные свойства растений». Мне говорят, товарищи, вот ты, говорит, все растения знаешь, почему ты книгу не напишешь? В 2004 году я написал книгу при растении, которое растет в нашей зоне. Где-то на страницу 400, по-моему. По ходу я понял, что не всю растение я в первой книге написал. Изучил по ходу это растение, собрал фотографии, я сам фотографирую. И второе издание в 2012 году издал «Растительный мир Ингушетии». Тоже неплохо получилось. И вот таким образом и сегодня я
не расстаюсь с растением. Богат и разнообразен растительный мир Ингушетии. По словам Ахмедхана, наша республика – настоящая кладовая лекарственных трав, плодов и ягод. Наша республика очень богата лекарственным растением. Если не ошибиться, мне кажется, мы второе место занимаем по лекарственным растениям. Все растения, без исключения, травяное, это кустарники, это цветы, это другие, пищевые, деревья. Что-то в каждое растение, в одной цветы полезные, в другой корень, в третьей кора, в четвертом плоды. У нас очень богато вот этот природные ресурсы. Село богато не только целебной растительностью, но и чистой родниковой водой. Здесь множество родников, и один из крупнейших находится на окраине села. В прошлом году при содействии администрации района этот родник был облагорожен в традиционно ингушском стиле. Напиться чистой родниковой водой приезжают из других населенных пунктов Ингушетии. Алхасты – это небольшой населенный пункт нашей малой родины Ингушетии, отличительные особенности которого выражены в великолепных горных пейзажах. Богатейшая растительность, густые лесные массивы, холодные родники, пьянящий, чистый горный воздух. Все это – визитная карточка сельского поселения Алхасты.